Как ты говорила? Асалакамы. А? Асалакамы. Не поняла. Асалакамы. Ассаламу алейкум. Да. Так покажи зрителям, как ты снимаешь видео. Покажи, как ты говоришь. М? Софиш, покажи, как ты говоришь. Ассаламу алейкум. Как вот? Асалакамы. Ага. Дальше. Асалакамы. Ну как ты говоришь? Здравствуйте. Или как ты дальше? Людки. Всем привет. Нет, людки, нет. Людки, нет, людки. На это тоже летели. Ага. Людички. Люди. Скажи, как ты им говоришь. Покажи, как ты снимаешь. Покажи, они будут очень довольны. Ну только не балуйся, скажи, как ты вот здороваешься. Говори, здравствуйте там. Здравствуйте, асалакалым. Ассалакалым, дальше. Говори дальше, как? Что нужно говорить дальше? Ну, с палочку возьми, как ты снимаешь, покажи дальше. Не балуйся? Асалакам. Угу. Масал. Скажи, как у вас дела, людички, что Как делаешь? у тебя дела? Все отлично. Знаете, за это на работу не возьму. Ты балуешься? Нет. Тогда нормально скажи, как ты... Асалакалым. Угу. Дальше. Надо что людям говорить же. Что? Ну там, что ты делала сегодня? Делала сегодня? Конечно, мультик смотрела. Хороший блогер. Что я блогер? Сам вы блогеры. Это ты что, меня снимаешь? Нет? Нет. Иди. Только приехала с Хасавюрта. К себе купила вот такой чайник. Здесь это новинка. Гарантия год. 6,8, почти 7 литров. А то не успеваем эти чайники ставить. Быстро заканчивается вода у нас. И рабочие, и гости бывают. Вот такой огромный, красивый. Мне очень понравился. Что свет темный. Такая красота. Потом покажу вам, с упаковки достану. Красивый очень. И много воды идет туда вовнутрь. Вот такая красота. 6,8 литров. Почти 7 литров. Обычно же были 5-литровые они. Это вот такой красивый и вместительный. И вода долго стоит горячая. Это то, что нам надо. То, что врач приписал, да? Смотрите, вот такие наборы ОМС еще существуют. Может, кто о них не знает. У них немножко форма другая. Видите, какая? Это приготовлено на отправку. Этот набор, сейчас, секунду. Этот набор приготовлен на отправку. Он, видите, какая форма у него? Они цвета бывают разные. Вот, у них цвета бывают разные. Сейчас покажу примерно, чтобы вы могли понимать. Вот такие цвета. Вот это кремовый цвет. Бывает красный, вот такого цвета. Это чисто ОМС, Турция. Отличная фирма. И посуда в ней очень хорошая. Чтобы вам было понятно. Может, кто захочет заказать именно такого образца посуду. Сейчас покажу другую, чтобы вы могли сравнить. То есть разница. Вы видите, да? Здесь верхние полукруглые кастрюльки идут. А вот здесь вот такие вот. Некоторым нравится такой стиль. 9 предметов в наборе. Вот. Здесь, сейчас покажу, какие здесь бывают цвета. Здесь вот такие цвета. В данный момент наличие вот такой светло-кремовый. Ну, светлый он. Вот такие еще бывают цвета. Зеленый, вот красный, вот такой, вот такой, вот такой. В общем, цвета бывают у них тоже разные.
Это хорошее качество, АМС. Супер просто. Я накрываю просто не потому что пчелы летают, бывает, и закрываю, чтобы не это. Там сладкий сахар бывает лежит, там то мед, баночки, они, видимо, чуют запах и прилетают. Я вот все время так накрываю простыню. Там хлебница стоит, сахарница, все такое. В общем, вот такие кастрюли ОМС в наличии. Я привезла на продажу. Они тоже есть, чтобы вы поняли и могли заказывать. Да, да. Оплатку зайти. Так, осил, по-моему, да? Ну, хорошо. А, две посылки. Сколько будет? У тебя тут две посылки. А, вот. Обе забираешь? Да, обе забираю. Супруг уезжает в рейс, быстро я с ним, быстро собирала посылки. Просто на Казахстан много собралось у меня посылок, поэтому резко выехала, хотя некогда было. Ну, как говорится, клиент всегда прав. Сегодня мне, правда, нервы вымотали вообще от души. Ну, я уже это... В общем, девочки по всему миру отправляют, кроме Украины. Поэтому можете заказывать. Будем отправлять через DPD. Всем доброго времени суток. Смотрите, как расцвели наши георгины. И желтые цвета здесь, и розовые, бордовые. Вот такие цвета. Ой, а этот вообще класс. Смотрите, какой красивый цвет. Красотень. Красотень, красотень. Вот эта трава, это растет. Джусай или жусай, которую мы добавляли в пельмени. Вот она так растет. А это, девочки, помидорчики вот эти маленькие. Знаете, мне давала старшая медсестра вот буквально неделю назад. Вот 3 рядочка их. Это, знаете, вот такие маленькие-маленькие, вот такие вот помидорчики бывают, совсем малюсенькие. Она мне дала их рассаду в пакете, а я забыла. И представьте, она мне дала с утра, а то мне еще через сутки... Тихо, а потом через сутки мне идти домой. А я про них забыла. Я как глянула утром, где-то в 10 я уходила, а они все такие ни на что не похожие совершенно. Я думаю, ну приду домой выкину. Но не выкинула. И вот смотрите, уже встали и цветут. Значит, дило Будда, правильно? Вот так вот. Так, надо собрать огурчики мне. Так, а мы этим временем соберем огурцы, да, София? Ты поздоровалась с людьми? Ты хоть поздоровайся. Люди, всем привет. Поближе стань, чтобы они тебя видели. Это мой. Это здесь будем малинку собирать, ладно? Я забыла маленькую, а ты что? А я огурчики соберу. Я тоже огурчики. Скажи, людечки, всем привет. Людочки, всем привет. Я тоже буду огурцы сажать. Шажать? Поздно ты шажаешь. И где огурцы? Вот и огурцы. Вот такой большой. Это сюда, большой ведерко. А маленькие где? А
маленькая ведерко, мы будем маленькую собирать. Нет, я хочу тоже себе. Так она не поместится. Пошли, я тебе научу. Адитата дисконт очень дает съемки. Слушай, Адита, а вот где? Ребекка, подожди минутку, я паузу. Мам, это маленькая вон. Ты мне дашь маленькую? Дай, мам. Давай. Мам, я тоже хочу с тобой взять гусь. Что хочешь? Дай мне тоже маленькую гусь. У вас смотри, какие огурчики хорошие. Да, положи мне. Видишь, поместится. Нет, так а куда мы будем маленькую тогда рвать? Куда? Эту пока положим на стол, и потом маленькие. Все правильно. Мне тоже ложи огурец. Ложи, да? Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Они такие огурцы еще. Ага. Они теряются. Проходи. Проходи. Проходи, да. Они вот из-за того, что листья зеленые, они теряются. Куда? Куда? Ну, как куда? Смотри, вот, скажу. Моя. Я еще нашла. Это тебе. Угу. А я помню, мама. Нет, мама, мне надо. Мне тоже подай. Дожди прошли, столько травы сейчас рвало. Оно моментально все это растет. Трава. Кис, а это маленькая мне. Вот. Кис, это можно свалать? Сорвать? Собрать? А можно? Ну, конечно, можно. Ты заставила. Все можно. Да? Кис, помоги снять айгу. Поможешь? Опа. А, тихо. Кисуль, А, поможешь? погоди-ка, я нашла там огурец большой. И мне. Два даже. У меня тоже какой-нибудь как вон. Мам, это твой большой. Спасибо. Если нет твоего яйца. Иди туда, до конца ряда иди. Аккуратно иди. Еще вон. Нет, вот твоя коробка. Нет, вот маленькие котики, видишь. Спасибо. Это тоже айгучик ел. Вот, Где? вот. Никто. Ой, положу. Нет, ты мою, что ли, коробку положила, так помню. И это тебе коробка. Держи. Куда маленькую? Туда надо. Сабарья, хала? Да. Ты. Спасибо. Пожалуйста. А это тебе все это. Угу, вон еще огурчик. Где? Вот. Угу. Ой. Ой. Так, А, у меня полный. девочки, вон пол-ведра огурцов и помидоры начала собирать. А где мой огурец? Мы же сюда высыпали, ведро большое, они же не поместятся, правильно? А как я? Вон, тогда я буду малины собирать. Маленький будем собирать, да? Да, ну, а где малина?
Девочки, все, я пошла. Дай мне огурчик. Дай мне. Ого, какие розовые помидоры. Посмотрите. Кидай. Смотрите, розовые какие помидоры. Вот это да. Сейчас салат сделаем, да? Какой вкусный будет. Да. Ты смотри, А пока... этот вообще Покажи. ужас. Нахла, пожалуйста. Ужас какой. О, какой. Розовый. Вкусный, вкусный будет. Да? Туда такая тарелка и поместится. Есть. Вау, какая огромная. Огурчик. Ужас. О, полное ведро насобирала. Так. А теперь пойдем собирать малинку. Пойдем собирать малинку. Девочки, я пока очень занята, очень много работы. Даже работать и поговорить с вами не могу. Нужно с этим поработать. Рабочие приехали, нужно кушать приготовить. Посылки нужно собирать. Ой, у меня столько работы. Еще бабушка больная. Бабушке нужно накормить, все это сделать. В общем, работы очень много. Ой, мне сейчас в этот период жизни очень тяжело. Очень, реально. Ну ничего. Ничего, будем держаться. Я сегодня утром убила одно СМС, которое пришло в личку. Значит, пишут. Здравствуйте, киса. Скажите, вы мне платье выслали или нет? Чек-то вы выслали. Ну, так вот. Чек-то вы выслали, а где мое платье? Я, набравшись терпения большого, потому что это был вообще... У меня вчера очень эмоциональный день был. Я, набравшись терпения, объясняю человеку, что чек выдают только тогда, когда я приношу товар на почту, его взвесили, упаковали, написали регион, посчитали, сколько вес там, все. Посылку приняли, чек выбили, чек дают мне. Все, вот чек можете отслеживать, следить дальше, да? В смысле, как вопрос? Не, народ, вы что, издеваетесь в самом деле? Чек-то вы отправили. Так и откуда чек взяла? С Луны? С Луны прилетел этот чек. Ну, как-то же надо, ну, хоть немного. Ну, вас же таких тысячи. А я всего лишь одна. Надо же меня хоть немножко пожалеть, правильно? Чек-то вы выслали, говорит, о платье. Да. Чек отдали работники почты, а платье я одела и ушла в них. Я пошла рвать малину. Умом Россию не понять, это не зря сказано, не зря. Девочки, насобирала только столько малины. Объясняю вам, у меня малина, она двухсезонная. Значит, первая начинается где-то у меня, ну, числа 15 июля. Уже хорошо прям, да, краснеть. Вот она растет, хорошо, дает нам плоды. Потом раз, резко, где-то уже недели полторы, нету ее вообще. Ноль, затишье. Просто стоят зеленые кусты, и там надрезается малинка. И потом уже, вот сейчас, я вот смотрю уже, даже если внимательно присмотритесь, уже много-много зеленых набивается, вот зарождаются новые. И вот сейчас она начнется. Вот сейчас чуть дождишь каждый день, сейчас чуть солнце будет, сейчас она как начнется и уже до самого снега. Просто первую мы все в основном, первый сезон в основном всегда продаем сразу же. Покупатели все сразу забирают. И заказов много у меня очень. Но я что хочу сказать, с последнего уже себе я и замораживаю в холодильнике, и варенье делаю, и компоты с нее делаю. Но вот сейчас сколько дней
Дожди были, травой заросло, ужас. Траву надо рвать край. А мне некогда, понимаете, у меня столько дел. Я вот просто реально не знаю, за что мне хвататься. Чтобы на смену успеть на работу. Когда это мне на работу? Послезавтра, да. Чтобы не успеть на работу, что мне сделать? Снять обзор посуды. Там с платьями еще новых навезла, нужно разобраться. Их тоже нужно прорекламировать и поскладывать. Там ужас, что творится. Анжела у меня занимается чисто там, она сегодня поехала по делам в город. Ну, там в колледже что-то. Приедет она, конечно, поубирает, где полы протрет, там, София займется, там, ну, конечно же, мне от нее большая помощь. Но тут эти вот такие вот дела, там, да, например, банки мне надо закрыть. Вот сейчас насобирала, и помидоры, огурцы и закрыть надо. И малины хоть немножко тоже закрыть надо. Рабочих накормить надо, бабушку накормить надо. Видео сделать надо. И сейчас еще это в огороде добавилось. И все это успеть нужно до работы, пока я не пойду на смену. Я реально не знаю, за что мне хвататься сейчас. Просто очень много работы собралось. Очень много. Все навалилось прям. Вот это как лето начинается, с этого огорода не вылазишь. Тоже сейчас порвала траву, какую-то часть. Вот. Ну а потом после обеда, мне главное сейчас быстро рабочих накормить в обед. А потом уже свободное время будет, тогда уже что-то сделаю. Вот такие вот дела, дорогие мои. Поэтому малина сейчас еще очень мало. Вот собрала на баночку, может, на литровую баночку будет и все, на 700-ку. Вот пока нету, пока нету. Вот второй сезон, когда уже начинается, тогда ее будет много. Такие вот дела мои золотые. Что еще хотела сказать? Ладно. Убежала моя помощница, прибежала с ведром, буду помогать. И ни ведра, ни ее нету, никого нету. Все. Сейчас уже должна Анжела приехать. Уже время сколько? Уже, наверное, к 12. Она еще утром рано уехала. Так, ну ладно, давайте. Дальше по ходу. Так, девочки, ну столько малины собрала. На баночку хватит. Вот помидоры какие уже розовые. О, какие большие. Вон почти полное ведро огурцов и помидоры. Это такие, что на банку. На банку хорошо пойдут, да, я думаю.